Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Мы продолжаем говорить о том, как книга Аллаха исправляет наши сердца, очищает наши души. И мы с вами начали говорить о том, как Всевышний в книге, в Коране, о чем Он нам рассказывает. И мы с вами сказали, что мы слышим царя небес и земли, который управляет абсолютно всем, и в управлении он ни в ком не нуждается. Этот царь вечно живой, всеслышащий, всевидящий, царь, который предопределяет, потому что помимо его предопределения ничего не может быть, ничего не может существовать, ничто не может существовать. Все только в рамках предопределения. Никакого форс-мажора, никаких, помимо предопределения, никаких действий быть не может. И Аллах тот, кто предопределяет, и тот, кто это предопределение притворяет в жизнь. Да? Аллах тот, кто управляет абсолютно все на небесах, на земле. Оно все управляемо. То есть Аллах управляет абсолютно всем. Ничего нет, ни большого, ни даже крошечной частички, да, молекулы атома, чтобы им не управлял Аллах. Поэтому абсолютно все под управлением Всевышнего Аллаха. И Аллах призывает своих рабов и указывает им тот путь, который ведет их к счастью. Счастью в мирской жизни и к вечному счастью в вечной жизни. И преуспеянию. И также Аллах, мы с вами говорили, Он заинтересовывает нас. Аллах Тааля рассказывает о тех наградах, которые Он нам приготовил за эти дела. И также Всевышний предостерегает в Коране своих рабов от того, что может повлечь их к несчастью, то, что может их погубить, то, что может их привести к несчастью. Также в своих аятах Всевышний Аллах ятааррафу илейхим би асмаихи ва сифатихи, то есть Аллах знакомится со своими рабами, то есть Он знакомит своих рабов посредством Его имен и атрибутов. Очень много аятов, где Всевышний говорит нам о своих именах, о своих атрибутах. И каждое имя, когда мы слышим это имя, мы узнаем какой-то его атрибут, какое-то его качество, которому присуще только совершенство. То есть Аллах Тааля говорит, например, «Вахуа самигуль басир» или «Вахуа самигуль галим», Аллах всеслышащий и всезнающий. И от этого мы узнаем, что Он объемлет своим знанием абсолютно все. «Ва ятахаббабу илейхим би ни'амихи ва алаихи». Также Аллах, ятахаббаб, то есть Аллах взращивает в сердцах рабов любовь к Нему. Через что? Через Его дары. Через те блага, которыми Он нас одаряет. Вот очень много места занимают в Коране аяты, где Аллах рассказывает нам о Его дарах. О том, как Аллах подчинил нам небеса и землю. То есть человек, который читает книгу Аллаха, он понимает, что абсолютно все, что на небесах, все, что на земле, все в руках Аллаха, и все Аллах создал для нас. То есть вот во главе всего мы слабые существа, люди, кто-то 50 килограмм, кто-то 100, да, может быть, раньше люди были больше, они больше весили, может быть, да, но мы на самом деле мы очень маленькие, но все крутится вокруг нас. Когда мы читаем аяты, мы понимаем, что огромные небеса со своими вот широтами, да, масштабами, они были созданы только для нас.
И они живут только ради нас. Солнце, вот эти огромные звезды, планеты, это все было создано только для нас. Они все как обслуживающий персонал вокруг нас. Все вот эти земли со своими просторами, моря, океаны, горы, это все, абсолютно все было создано для нас. Огромный мир животных, огромный мир птиц. Вот, то есть Аллах Тааля, почему Аллах рассказывает нам об этих благах? И дает нам понять, что это Аллах подчиняет нам небеса, землю, мир животных. Даже маленькие пчелы, которые несут день и ночь нам мед, они служат нам не потому, что вот пчелам мы там понравились, да? Ой, это такие хорошие, клевые люди, там, давайте я буду подчинять. Нет, Аллах их подчинил. И моря, и океаны, они подчиняются нам, и солнце каждый раз дает нам тепло, никаких форс-мажоров, никаких обрывов линий, да? То есть никаких скачков, потому что если в Солнечной системе, если вот в этом солнечном тепла, что связано с теплом, солнца, светом, если будет какой-то скачок, мы все погибнем. Или наоборот, если тепла или света будет меньше. Поэтому Аллах рассказывает нам об этих дарах для чего? Для того, чтобы мы понимали, кто Он дарующий, сколько Он нам дает. И чтобы мы больше и больше начинали любить Его. И ученые, они говорят, что нужно сделать для того, чтобы человек, которого ты призываешь, он больше и больше любил Аллаха. Что нужно делать? Нужно использовать методику Корана. Аллах нам рассказывает о Его дарах. Поэтому нужно рассказывать, что Аллах дал этому человеку. Потому что наш нафс, который любит себя, он автоматически начинает любить того, от кого он получает. Так ведь? Это наша природа. Почему Аллах Тааля, когда рассказал нам о благочестии к родителям, Аллах рассказывал, когда призвал нас, приказал нам, чтобы мы проявляли благочестие к нашим родителям, любили, уважали наших родителей, Аллах сразу рассказывает, а что они для нас сделали. Аллах рассказывает, мать носила своего ребенка в утробе, испытывая одно страдание за другим. То есть Аллах рассказывает, что дала мать своему ребенку. И когда человек понимает, что, машаллах, оказывается, наши мамы столько для нас дали, конечно, это уже, какая реакция идет? Это уже начинается, просыпается еще больше любовь к этому созданию, потому что мы очень много взяли. И это элементарно, Любой человек, который вот сядет перед вами, да, может быть, рядом со мной какой-то гость, да, все там посмотрят, а что за гость это? Непонятно, да, кто он такой, да. А если я скажу, вот вы знаете, братья, вот сегодня вот этот человек вас всех накормил, например. Или этот человек, у нашей мечети были там очень большие долги, машаллах, вот он вчера пришел и сказал, сколько там надо? 1 миллион, вот он 1 миллион дал. И сразу мы, видя, сколько от него мы получили, так ведь, то есть добро, которое он нам сделал, уже формирует наши чувства к нему. Поэтому Аллах Тааля, Он тот, кто создал нашу природу, да, наш организм, наш нафс, наши вот эти все, психологию нашу. И поэтому Аллах Тааля, зная это, Он очень много рассказывает о Его дарах. Поэтому Аллах Тааля, вот юхаббибу илейхим, ятахаббабу илейхим. Аллах взращивает в наших сердцах любовь к Нему через Его дары, через Его блага. Когда мы узнаем, что Аллах столько нам дает, машаллах, столько нам дает, а сколько еще Аллах нам приготовил в раю для нас, да, конечно, результатом вот этого познания должна быть любовь к Аллаху. Поэтому ученые говорят, если хочешь, чтобы кто-то любил, или ты, если хочешь любить Аллаха больше, или кто-то из твоих близких, кого ты призываешь, да, вот делаешь кому, рассказывай ему, не всегда надо рассказывать об Аллахе, а надо рассказывать о том, что Аллах ему дает. Аллах дал тебе зрение, субханаллах, машаллах. Аллах сохласан, если бы ты сейчас потерял бы зрение,
И пришел бы какой-нибудь врач и сказал, вот дай мне столько-то денег, и я попробую тебе восстановить зрение, ты же побежишь туда-сюда. А нет, мы сколько пользуемся этими глазами, и ни разу еще мы за это не получали никаких счетов. Так ведь? Хотя в жизни все принято, всякая вещь имеет свою ценность. Так ведь? Твои руки, твои ноги, субханаллах. Вот недавно мы с братом навестили нашего одного дорогого брата, молодой брат, имам, который, получается, сколько? 8 лет в туалет не ходил, по-маленькому. На гемодиализ ходят, да? То есть, у него почки не работают, и ему приходится, получается, в 3 раза в неделю он садится в машину, ездит в другой район, потому что не везде вот этот аппарат, да? И по 4 часа, 3 раза в неделю, по 4 часа лежит под этим аппаратом. Просто чтобы, извините за выражение, в туалет сходить по-маленькому. Просто вот. А мы же об этом даже не задумываемся. Что оказывается, вот одно счастье, когда оно заходит в тебя, еда, жидкость, да, а второе счастье, не менее большое счастье, когда безболезненно, без каких-либо проблем мы избавляемся от этих нечистот. Так ведь? Поэтому сунна пророка призывает, какой дуа делать, когда выходишь из туалета? Гуфранака. Почему гуфранака? Даже не альхамдулилля. Казалось бы, да, вышел такой, альхамдулилля, да? Аллах избавил меня, да? Нет, гуфранака. Вот там 2 вида есть разъяснений ученых, да? И одно из разъяснений мне очень понравилось. Вот этот, говорит, процесс, вот этот весь процесс, то, что ты поел, твоя еда проникла в тебя, ты взял, получил от этой еды все необходимые элементы, скажем, витамины, все, да, питательные вещества, а потом твой организм утилизирует все, что не нужно, и безболезненно ты избавляешься от этого. Это, говорит, такое благо, за которое ты не сможешь Аллаха отблагодарить, поэтому просишь прощения. То есть, когда ты выходишь в туалет, ты говоришь, гуфранак, о Аллах, прости меня. Не могу я тебе отплатить, отблагодарить за это. Так ведь? Вот это же мудрость, субханаллах. Поэтому Аллах рассказывает нам о своих благах, которые Он нам дает, да? Напоминает нам. И также Аллах Тааля после того, как напоминает нам о Его дарах, Аллах повелевает нам то, что доводит эти дары до результата последнего, до своего результата, ради чего он был дан. То есть Аллах Тааля в каких-то аятах Он говорит, вот это мои дары, например, Сурат Аль-Мульк, Табарак, «Куль хуа аллади аншаакум». Аллах рассказывает нам о своих благах. Аллах тот, который аншаакум, который вырастил вас, который дал вам вот это все, да? Вы есть, потому что Он вас, Он создатель ваш, да? Аншаакум, ваджа'аля лакум ус-сам'a. Аллах дал вам слух. Вы слышите только потому, что Аллах вам дал это. Ваджа'аля лакум ус-сам'a валь абсар. Он дал вам зрение, ваши глаза видят только потому, что Он вам их дал, да? Валь афида. Он дал вам сердца. Где-то говорится сердце, разум, это вместе, да? И вот Аллах рассказал нам об этих благах, а потом повелевает нам. Что? Повелевает нам то, что доведет это благо до результата. То есть принесет пользу. Аллах говорит, «Халилям ма ташкурун». Как мало вы меня благодарите. То есть Аллах призывает к чему? Аллах призывает к благодарности. «Валяин шакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарными, то я прибавлю вам. Я вам дам еще больше. Поэтому Аллах сначала рассказывает о своих дарах, а потом повелевает нам те дела, те качества, которые дадут нам результат от этих благ. Потому что кто-то, он, получая дары Аллаха, эти дары вместо того, чтобы приносить нам пользу, счастье, они приносят нам один страдание. Потому что те же дети, которые в основе являются дарами, никто же, когда ребенок рождается,
о, опять у меня там родился, опять беда пришла. Никто же так не говорит. Все радуются, это радость, это любовь к детям, это милосердие, да, но не факт, что через 20 лет ты тоже будешь радоваться, видя свое чадо, да, или через 30 лет. Аллах сохласан, есть люди, которые видеть своих детей не могут, потому что те там бесчинствуют на земле, там совершают страшные грехи. Поэтому то благо, которое Аллах нам дает, нужно, чтобы он приносил правильный результат, чтобы он тебе счастье приносил. А что нужно, чтобы счастье приносило? А вот нужно вот это, вот это, вот это. То есть Аллах Тааля об этом тоже говорит в Коране. Все это мы в Коране видим, находим. И вот Аллах также предостерегает нам от того, как вот эти дары Аллаха, они могут превратиться в зло для нас. То есть те же деньги, они могут приносить зло. Так ведь? Та же какая-то, не знаю, какое-то знание твое, оно может тебя ввести в заблуждение. Мы же не знаем. Поэтому вот даже вот здесь ни'ам есть, ни'ама, да, слово дар, благо, нирма, то, что приносит тебе радость. А есть никма. Просто вместо айн убираем айн и каф ставим. И вместо ни'ма, благо, появляется никма, то есть наоборот, зло для тебя, вред для тебя. Поэтому Аллах Тааля призывает нас, учит нас, что же нужно сделать, чтобы вот эти все дары приносили нам радость. Даже, это же, ребенок, это был один пример, да, не знаю, вот эти земные недра, нефть, газ, золото, богатство, вот эти, природа, моря, океаны, все, чтобы приносило тебе радость, пользу, да, что нужно сделать? И от чего нужно остерегаться, чтобы все эти дары не превратились в зло для тебя. Поэтому все это в Коране. Аллах об этом все рассказывает. Также Всевышний Аллах напоминает нам о том, какие дары Он нам приготовил, какие награды Он нам приготовил за то, что мы будем покоряться Ему, за то, что мы будем подчиняться Ему. То есть, если мы будем подчиняться, как Аллах говорит, и кто покорился Аллаху и Его посланнику, факад фаза фаузан азима. То есть, он преуспел великим преуспеянием. То есть, Аллах даст ему преуспеяние, успех как в этой жизни, так и в вечной жизни. Вот поэтому Аллах Тааля, Он напоминает нам о том, какие награды, какие радости и счастья Он приготовил нам за то, что мы будем подчиняться Ему. И также Аллах напоминает нам о том, какие же беды, какие же страдания и наказания Он приготовил для нас, если мы воспротивимся Ему, если мы не будем покоряться Его повелениям. Так ведь? Также Аллах много рассказывает нам в Коране о том, как Он поступил со своими друзьями аулия. Аулия, то есть это друзья Аллаха, которые покорились Ему. Да? То есть Аллах рассказывает о древних народах, как спаслись те верующие, которые покорились Его приказу, которые последовали за пророками. Так ведь? Аллах рассказывает о них. И также Аллах рассказывает, напоминает нам о тех людях, о тех Его врагах, чем они закончили свою жизнь. Наказанием, разными видами позоров и так далее, и так далее. И Аллах рассказывает, каков был результат как тех, то есть, которые последовали за истиной, и других групп людей, которые стали против истины. Также Аллах рассказывает нам о Его, даже не то, что рассказывает, восхваляет, юфни аля аулияихи, бисалихи ахмалихим. Аллах Тааля в Коране много рассказывает нам о верующих, о Его друзьях, которые совершали прекрасные дела. Аллах восхваляет их. Аллах описывает нам их качества. Тот же, возьмите сурат аль-Му'минун, да, «Кад афляха аль-Му'минун», воистину преуспели верующие. И дальше
уже идет их качество, какие они, что они делают, какие совершают дела. Ва ахсана усафахум, ва ахсана усафихим. То есть в самых прекрасных качествах Аллах показывает нам своих друзей. И также Аллах Тааля порицает в Коране, очень много порицает, осуждает его врагов. И Аллах описывает их самыми некрасивыми, самыми мерзкими качествами, которые на самом деле они обладают. И также Аллах, когда нам рассказывает в Коране, мы из рассказов Аллаха, это же Аллах рассказывает, слова Аллаха, мы очень много слышим, видим примеров. Это методика Корана. Это методика обращения Аллаха к нам. Если Аллах хочет что-то нам объяснить, Он приводит какой-то пример. И в Коране мы видим огромное количество примеров. Аллах приводит пример, как в этой жизни, то есть вот арабы, они верили в Аллаха. Они верили в Аллаха. Если спросишь у них, кто же создал небеса и землю, они говорили: Аллах, конечно Аллах. Кто не спосылает дождь? Аллах. Кто дает душу? Кто забирает душу? Они говорили: Аллах, Аллах, Аллах. То есть, кстати, это у сегодняшних атеистов в этом проблемы больше, чем у тех арабов. Арабы, они хотя бы верили в Аллаха, да? Но у арабов были проблемы. Ряд неверий. То есть ряд вещей, которые они не могли понять. И один из этих вещей — это судный день. Они не могли понять, как человек, который умрет, сгниет на земле, потом Аллах его соберет, и он предстанет перед Аллахом, и кто-то окажется в раю, кто-то в аду. Поэтому они не верили в судный день, они не верили в воскрешение. И очень много аятов, где Аллах приводит примеры. Примеры, как, например, пустыня. Да? В пустыне все высыхает, дождя нет, вся зелень высыхает. Но как только Аллах отправляет, машаллах, баракатные дожди, и как только эти высохшие, умершие, погибшие вот эти земли, как только они вбирают в себя вот эту целебную воду с небес, да, Аллах говорит, все обратно покрывается зеленью, все выходит. Вот эти деревья, оказывается, там они где-то остались, да, все оно обратно выходит. И вот Аллах, когда начинает это рассказывать, Аллах говорит: «Кадалика нушур», и вот судный день так будет так же. Будет так же. То есть все вы умрете, высохнете, а потом пойдет дождь. И, кстати, как в хадисе говорится, судный день так и произойдет. Когда Исрафиль протрубит в трубу, все погибнет, да, а когда второй раз протрубит, все выйдет. А перед этим есть хадис, где говорится, что пойдет дождь. Пойдет дождь, и после этого благодатного дождя люди начинают, как растения, как грибы после дождя, да, они начинают выходить с могил. То есть Аллах говорит: «Кадалика нушур», и судный день будет таким же. Вы судный день практически видите каждый раз. А мы, северные районы, мы можем еще от себя пример привести, да? Такую же аналогию. Вот вся листва ушла, казалось бы, деревья все умершие, да? Минус 40, все, ветки, казалось бы, все умерло, нет ничего там, да? Машаллах, май, машаллах, тепло, солнце, и все, что? Оживает. И вот Аллах очень много примеров приводит. На примерах земли, примеры насекомыми приводит. Поэтому это одна из методик объяснений истины, когда человек приводит на примерах. Мы с вами на примерах учим, и Аллах Тааля также приводит очень много примеров в Коране. Также Аллах приводит многогранные, очень различные доказательства. То есть не просто вот это есть или все. Аллах Тааля доказывает нам. Аллах Тааля разговаривает с нашими умами, убеждает наш ум, потому что Аллах дал нам разум, и Он убеждает наш разум, что вот это есть истина. И очень много таких аятов, и вот это все мы с вами видим, слышим в общении Аллаха с нами, то есть в книге Аллаха, обращение Аллаха к нам. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.